В рамках рабочей поездки представители Минсельхоза побывали в крестьянских хозяйствах, которым ранее были одобрены проекты по различным направлениям. Проверку начали с магазина полуфабрикатов. По словам хозяйки Марианы Богателя, благодаря государственной поддержке удалось приобрести холодильное оборудование, в котором была острая необходимость. Новые холодильники позволяют обеспечить правильные условия хранения продукции и сохранить ее качество. Мне привозятся отзывшие из Юдола. Это уже проверенные люди. Есть еще арацидийские ребята, которые вот как раз сегодня утром привезли. Это уже проверено. Мясо мне поставляют мясник. Слава богу, у меня здесь сосед мясник. Начиная со всех справок, все могу вам предоставить. Хейп-шоп. Честно говоря, ни к чему не придраться по поводу нашей работы. Еще один участник программы – Владимир Берзения, который организовал у себя дома ферму по выведению цыплят. Для развития своего дела он обратился в Министерство сельского хозяйства и получил государственную поддержку. В рамках программы ему были предоставлены специальные инкубаторы, что позволило увеличить объемы производства и создать необходимые условия для выращивания молодняка птицы. Вот смотрите, 2 штуки. Там на первом от углу. Вот она и греет. Минсельхоз также проверил работу на ферме рыбоводства, где разводят лосось и осетрину. Хозяин фермы начал строить специальные бассейны для рыб еще в 2023 году. Затем обратился за помощью в Минсельхоз. Заявка была одобрена, и на начало деятельности был выделен корм на 1 000 000 мальков. На сегодняшний день ферма растет. Обратились в министерство. Дали нам на 1 000 000 малька корм. И как бы это был стартовый капитал такой, с этого начали, каждый год расширяемся, вот строим, до сих пор тоже у нас идет строительство. Уже выращиваем, мы инкубируем сами своего малька, икру покупаем в адлерском хозяйстве, уже оплодотворенную. И выводим малька, выращиваем. Получается, от рождения до продажи все происходит вот здесь, вот на этом маленьком участке. Все делаем сами своими руками. И корма тоже начали делать сами свои корма. Инспекция завершилась на участке по выращиванию малины. По словам Амаяка Эпикчана, этим направлением он начал заниматься еще 10 лет назад. Сначала выращивал местные сорта малины, однако после гибели урожая на 2-й год было принято решение перейти на другой сорт – таганку. На сегодняшний день на участке растет уже порядка 20 000 корней ягоды. Была материальная помощь Министерства сельского хозяйства в 2021 году. Первая помощь была в районе 300 000 рублей. Они помогли нам расшириться, пересадить корни. То есть действительно дали небольшой, точнее огромный толчок в наших начинаниях. А вторая материальная поддержка была при финансировании постройки теплиц, которые вы видите, в районе 850 000 рублей. И что касается рыбы, был куплен малек, был куплен корм, опять же в 2024 году. Нашими силами был построен бассейн, скважина. По окончанию инспекционной поездки глава Минсельхоза Бесван Перцхелия прокомментировал текущее состояние хозяйств. То, что мы сегодня увидели, мы очень довольны. На самом деле эта помощь оказывается крестьянам для того, чтобы они смогли сами спокойно выживать, чтобы оставались в деревнях. Если есть люди, которые на самом деле обращаются с проектом, если они хотят чего-то добиться, они добьются. В этом мы сегодня были убеждены. Указом президента была утверждена государственная программа. Министерство сельского хозяйства является исполнителем этой программы. В этом году будет выделено гранты 232 миллиона рублей. Так как сегодня мы убедились еще раз, что это большое подспорье для жителей сельской местности, это очень важно сегодня оказывать им помощь. И ту помощь, которую оказывает государство, естественно, они тоже должны реализовать. Инспекционные проверки Минсельхоза будут продолжены. Дами Акшба, Алхаз Псардия, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.